Экстремизм и терроризм являются наиболее сложными социально-политическими проблемами современного общества. Им присуще насилие или его угроза, однобокость восприятия проблем и поиски путей их решения, стремление навязать свои принципы и взгляды, фанатизм, опора на чувства, инстинкты, предрассудки, неспособность или игнорирование толерантности и компромиссов. Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой работы среди молодежи. Именно эта среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Могу сказать то, что именно из регионов Зауралья, то есть это Сипай, Баймак, из районов Зауралья, процент выехавших составляет очень большой процент. Слава Богу, конечно, но значительное количество людей выехало именно из Зауралья. С чем это связано? Это именно с активной работой эмиссаров террористических организаций. В этом году, если именно прийти по количественным показателям, возбуждено 7 уголовных дел террористической направленности и 4 преступления экстремистской направленности. Много или мало? Это... Я скажу, что это очень много. То есть за каждым уголовным делом это стоят люди, именно молодежь, которая выезжает и которую очень трудно потом вернуть в мирную жизнь. Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения – это лишь часть причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди молодежи. Зачастую они, сами того не понимая, попадают к уговорам вербовщиков, которые в основном действуют через социальные сети и даже могут участвовать в финансировании запрещенных формирований. Одна из важнейших общественно-политических проблем России и ряда других государств, потому что финансирование международного терроризма – это глобальная проблема современности, противостоять которой призваны все заинтересованные субъекты мировой системы. Задачей компетентных мировых организаций является выявление и пресечение источников финансирования террористической деятельности. Каким именно путем? Именно путем создания специальных международных правовых актов. Потому что, как мы знаем, это проблема глобальная, проблема не только целых регионов, но и всего мира в принципе. Потому что каждую неделю мы слышим, что где-то крупные террористические акты, случаются нападения террористов на посольства, граждан, мирных жителей и так далее. Задача всего общества – воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и веротерпимости, что необходимо для обеспечения безопасности в целом. В этом особо важна организация слаженной работы государственных учреждений, общественных и религиозных организаций. По мнению представителей духовенства, профилактику нужно начинать с привития с малых лет доброты, толерантности и укрепления межнационального согласия, что и пропагандируют все традиционные религии мира. Луиза Мустафина, Айгуль Хамитова, Радмир Исюнгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.